Здравствуйте, Александр. Телеканал «Беларусь-3» поздравляет вас с юбилеем. О ваших картинах говорят, что они сплошные тайные знаки. Часто ли зритель правильно считывает их? Да, я достаточно давно работаю в таком стиле символизма. И для меня, в общем-то, да, знаки, какие-то вот символы, пиктограммы, ну, достаточно важный элемент в моем творчестве. Но, с другой стороны, если посмотреть вокруг, сплошные пиктограммы, какие-то указатели. Как мне кажется, картины тоже можно, в общем-то, при творчестве можно тоже двигаться в этом направлении. То есть я, да, использую какие-то, в общем, такие достаточно примитивные рисуночки, которые, ну, при ближнем рассмотрении как-то обогащают, что ли, и фактуру, и тематику моих картин. А вот за вами сейчас находится, это одна из ваших работ, да? Да, да, это одна из работ 2017 года, то есть ей уже 3 года, называется «На краю земли». Такая символичная для меня немножко тема. То есть я люблю как бы углубляться в какие-то такие, может, сложные задачи. Да. Попытался решить ее как-то по-своему. Если так вот даже видно, да, тут идет нормальная Земля, а здесь мир, которого мы, может, еще не знаем. А, это мир будущего? Я думал, что это прошлое. Я очень люблю историю, да, там изучал и гравюры каких-то средневековые. И вот, то есть это все оттуда, вот, где и черепахи, да, и слоны, и где человек пробивает головой атмосферу Земли и так далее. Через символ, то есть где Земля у меня узнаваемое животное, растительный какой-то мир, да, то есть, ну, а вот уже где на фоне моей головы там немножко какие-то вещи, ну, животные, существа, которые человечество, по крайней мере, ну, не знает, не изучило, во всяком случае. Вот вы родом с Гродненщины. Она богата своими художественными традициями. Уроженцы Витебска подчеркивают, что этот город воспитывает особенный пласт художников. Можно ли говорить о подобной магии места в отношении Гродно? С Витебском по-хорошему как-то так вот бодаемся, что ли, можно даже сказать. Мы не отстаем, насколько я чувствую. Нас, может, не так много, но имена, если называть такие имена, Гриневич, Пантелеев, Шоба, Яковенко, Ильина, и можно продолжить этот список, более молодые ребята, там, как Саша Болтаков, например. То есть мы, может, берем, что ли, не так, как каким-то количеством, как вот качеством, сплоченностью, содержанием наших работ, ну и оригинальность, наверное, проектов. Когда-то в 80-х, 90-х годах, ну, вот большая группа талантливых художников, молодых, приехала, кто по распределению, кто, вот как я, например, на родину вернулся в Гродно. И живем, у нас есть бренд, это башня водонапорная, известная, где сейчас находятся основные мастерские союза художников. Делаем проекты не только в Беларуси. Благодаря этому, наверное, Гродно на слуху, я думаю. Вы признаете, что хотели бы еще больше шокировать зрителя в своих работах. То есть ваши работы могут стать еще более насыщенными разными загадками. Удивлять, скорее всего, я бы сказал, потому что, ну, это мой такой постулат по жизни творческой, что искусство должно ставить какие-то вопросы, искусство должно по-хорошему удивлять. В своих картинах я не затрагиваю, может, каких-то глобальных тем, да, то есть я беру достаточно простые какие-то темы, символы, то есть название, вот полистать мой каталог, название моих картин, там рыба, белый птах, черепаха, стая и так далее. Простые вещи, но пытаюсь их решить, да, немножко особенным способом своим, то есть вот уже как-то и композиционно, и фактурно, и идейно, то есть насыщаю их и символикой вот своей определенной. Я так стараюсь менять немножко, по крайней мере, раз в 10 лет. То есть посмотреть на мою работу, когда мне было лет 45, то, ну, совсем другой манере. Хотя темы, может, те же самые, но манера уж точно была другая. Вот. Посмотрим, то есть идеи, конечно, есть, идей много, и идея поработать не только вот с фактурой, но и с разных техниках, графики, и насчет вот, шокировать, удивлять. Ну,
и тоже, правда, есть, откровенно говоря, такие, да, идеи, но посмотрим. Мы еще раз хотим поздравить вас с юбилеем, с этой очень символичной цифрой 2 пятерки, 55. Вот, желаем вам новых интересных идей в творчестве и благодарного зрителя.